Усім добрий вечір у прямому етері телеканалу АТР Прайм. І я його ведучий Айдар Мождабаєв. Приємно вас бачити. Дякую вам усім, хто нас дивиться як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу, де я знаю теж багато людей дивляться наш телеканал. Не безпідставно вважаючи, що у нас нормальна, чесна журналістика, чесна аналітика і нормальні, цікаві гості. І сьогодні у нас в гостях людина, яка доволі часто буває, але не дуже часто, як на мене, на телеканалі АТР. Це грузинський політолог, публіцист, ведучий свого власного ютуб-каналу «Новості Кавказа». І просто мій товариш, чесна людина. І це головне, Гела Васадзе. Селям алейкум, Гела. Салям, вітаю, родной, слава Україні. Героям слава. Ну, я перейду на трофейну мову, напевно. І перше питання, яке я поставлю, що це за скандал з якоюсь там вибухівкою, с какой-то взрывчаткой? Грузия разоблачила коварный заговор Украины подорвать Российскую Федерацию и рапортует на весь мир, что вот мы спасли Путина, Путин жив, Путин, значит, герой спасенный, мы такие Чип и Дейлы. Вообще все это выглядит мерзко, все это вынесено в публичное поле, распространяется, комментируется, там посольство наше уже. Вот можешь все это рассказать своими словами из Тбилиси? Ну, посольство, насколько я понимаю, сказала, не надо это политизировать, и правильно сказала. А вот теперь смотри, теперь самое интересное. Я, конечно, тоже размышлял по этому поводу, думаю, ну в чем проблема? Почему? Что это? Дело ясное, что дело темное. Теперь, значит, ситуация следующая. Если это была операция украинских спецслужб, то странно, тогда она могла быть только согласованная с грузинскими спецслужбами. По-другому так не делается. Не бывает. Если это была чья-то самодеятельность, то не полная, потому что, опять-таки так не бывает. И третий момент. А если не была согласована, и вот ГУР решил вот так вот провести, я не верю в такой непрофессионализм ГУРа. Таким образом, у меня получается только одна версия – подстава. А как это можно описать, подставу? Кто-то кому-то... Все участники этой операции могли быть абсолютно искренними людьми. Просто кто-то кому-то нашептал, что типа того, давай сделаем вот таким вот образом, я вот человек от этого. Они могли представляться кем угодно, и сторонниками ГУР, и кем угодно могли. И потом, значит, вот эту цепочку сделать. Кто эту подставу организовал? Не знаю. Мне очень сложно это комментировать, но я уверен в одном. Я уверен в том, что ГУР тут точно ни при чем. Украина тут точно ни при чем. Что касается наших спецслужб, не знаю. Вопрос... Они при чем, как минимум, потому что они задержали. Дальше уже... Ты знаешь, они причем, я одно никак не могу понять. Вы что-то там на границе задерживаете, да? У вас несколько границ с разными странами, да? У вас там всякие грузы, такие, сякие, другие, 5-е, 20-е, вот, и так далее. И, наверное, оружие провозили когда-то, и взрывчатку провозили, что-то провозили наверняка. Да, вот такой регион, да? И вот это совершенно сомнительное, непонятное до конца никому дело выносится на первые шпальты, на первые полосы. Они так... Знаешь, это как, знаешь, в классе. Марья Ивановна, а можно я расскажу вам? Вот первый тут скачу, понимаешь? Но это просто выглядит... Я про то и говорю, что по факту могли задержать, могли все что угодно, но тут уже дальше будут, как говорит мой друг Владимир Ковчег, инсинуации. По факту могли задержать и так далее, но то, что это дело разгоняется, это факт. Хотя, с другой стороны, я не понимаю, вот сейчас вот Бизине меньше всего надо, Бизине это Иванишвили, который хозяин в Грузии, меньше всего надо ссориться с Западом, меньше всего. Он сейчас делает все, чтобы смягчить ситуацию. Поэтому, я еще раз говорю, дело ясное, что дело очень темное и непонятное. Хотя, я тебе скажу так. Вот сейчас это разогнали, да, вот вчера это было, сегодня уже об этом все забыли. Все. Это вот чисто грузинская вспыхнула. Дальше посмотрим,
Русские подхватили, не подхватили, честно говоря, не следил, я не видел их это. Наверное, подхватили, наверное, что-то тоже сказали. На самом деле, ну, как в том фильме «Мелко, Хоботов». Мелко, блин. Ну, оно мелко, конечно, но знаешь, во-первых, это, да, может быть, Грузии это забыли на следующий день, а русские точно воспользуются и пользуются. И тут И не, что? не надо И быть... что? А и что? Например, там упомянут Воронеж, да? Да. Кто им запретит в Воронеже вообще людей ни при чем арестовать, избить, и изнасиловать там чем-нибудь и заставить их подписать на себя показания, чтобы фильм снять про террористический акт, например? Ты понимаешь, в чем дело? И с этим, и без этого им никто этого не запретит. Что касается взрывать объекты в России, это легитимная цель. Вот, допустим, представим себе, что вот ГУР все это делает, вообще все так, как будут это выдавать потом. Представим себе, и что? Ведь эта война, это легитимные цели. Украина воюет, и у Украины это легитимная цель. Любая цель в России является легитимной сегодня. Все, точка. Какие претензии? Ну, вообще, знаешь, сама мысль, я не знаю, конечно, что они там нашли, если ты знаешь, скажи, но сама мысль вести какую-то банальную взрывчатку через границу, а и что, в России нельзя найти, я прошу прощения. Да. Там типа того нашли аккумуляторы со взрывчаткой. Причем самое интересное, что там о том, что эти аккумуляторы со взрывчаткой знал только один человек, а остальные те, кто везде, не знали. Вот ты знаешь, что вот я еще раз говорю, очень много этих вопросов. Аккумуляторы со взрывчаткой тащить через 3 границы, не согласовывая это со спецслужбами той страны. Да, 3 границы, которая... 3 через, это же Румыния, Болгария, правильно я понимаю? Нет, может быть, Украина, Грузия, Россия. Может быть и так. А как? Какая разница? А как? Нет. Если это по земле, то это только Румыния, Болгария, Турция, Грузия. Тогда Турция. Если по земле, а если по воде, если там паром, хотя вода, паром не ходит, ну не суть. Тащить вот такой груз вот оттуда сюда, да, ну, я согласен, что, скорее всего, вот так оно, они по суше и... Но это бред какой-то. Полный бред. Поэтому я думаю, что это просто подстава. Больше ничего. Других вариантов у меня нет. Сейчас просто прикидываю. Ну, а в целом, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь Бедзине, хозяину Грузии, конечно, звучат эти слова ужасно, особенно из уст грузина, вот. Но нам это жутко слышать, это как про Януковича. Я совру, если скажу, что человек, который принимает все стратегически важные политические решения, он кто? Ну хорошо, давай назовем его по-другому. Нет, я за то, чтобы правду говорить. Мне это жутко слушать, я констатирую факт. Я без претензий тебе. Да, хозяин Грузии. Да, это слово хозяин вспоминаю только сегодня Сталина. Он хозяин, Сталина да. Хозяином звали, ты помнишь, да? Вот. Да. Ну вот, короче... Правда, говори. Весовые категории разные, но суть... Смотри, ты говоришь, что ему нельзя ссориться с Западом. Ну, во-первых, почему это Он сейчас делает все, чтобы не ссориться с Западом. Выборы у него впереди, выборы. И к этим выборам он сейчас делает все, он форматирует сейчас отношения с Западом, чтобы, ребята, вот мы вот тут, политически мы с вами, экономически не мешайте нам торговать с Россией. Ну, если вы нам что-нибудь запретите, мы согласимся. Ну, американские автомобили запретили, согласились. То есть то, что ему Запад запрещает, вот этого не делай, он делает. А то, что не запрещает, почему бы не заработать? Ну, логика такая очень простая. Скажи мне, а вот этот человек, который хозяин Грузии, он публично высказывался о войне вообще? Знаешь, нет, не высказывался, он в политику-то вернулся. Он вообще публично не высказывался последние 3 года. Его вообще не было, не слышно, не видно. Он в политику вернулся, причем интересно, он интересно вернулся в политику. Он вернулся в партию, понимаешь? Он вернулся в партию, он не вернулся в правительство и куда-нибудь, он вернулся в партию в качестве полномочного председателя. И это было вот 2 недели назад. Нет, месяц назад, месяц. Так что вообще там ничего не было. И очень, даже вернувшись сюда, он очень, даже по внутренней политике, он дал пару комментариев и все. То есть у него не было пресс-конференции, вот я возвращаюсь, я почетный. Он дал несколько комментариев, сказал, почему возвращается и так далее. Понятно, он почему возвращается.
Он переводит на ручное управление все это. Ему важно сейчас, чтобы на выборах не происходили никакие неожиданности. Он боится. Боится не оппозиции, которая в Грузии, обнять и плакать. Он боится сегодня, прежде всего, внешнего воздействия. А дальше, как они будут раскручивать эту тему, я уже не знаю. Вообще ситуация в Грузии, опиши ее немножко. Ситуация в Грузии и действия, слова политиков, какие-то призывы помогать и так далее в отношении Украины. Вот то, что нас больше всего интересует. В отношении Украины, в принципе, мало что поменялось. Да, действия, слова, призывы помогать, это все есть. Есть обсуждение, если мы говорим на общественном уровне, есть большая степень разочарования тем, что происходит, конечно же. Это все обсуждается. Есть большая степень сопереживания. Примерно вот так вот. А разочарование чем? Уточни, пожалуйста. Разочарованием тем, что как идут события, то, что не выделена еще помощь. В общем-то, наши телеканалы, они, правда, не заморачиваются, они просто берут с украинских телеканалов картинку и переводят, и дают ее. Может быть, и хорошо, что не заморачиваются, потому что если бы заморачивались, какую-нибудь фигню бы сморозили. В общем-то, да, в медиа эта тема присутствует. Естественно, эта тема не присутствует, как в первые дни. О чем речь? Да, острота темы спала. То есть, если раньше показывали первыми, все уже так сейчас показывают, может быть, третьими, четвертыми, но есть эта тема. А среди людей тоже это обсуждается постоянно, естественно, есть сочувствие к Украине. Что касается политиков, политики резко делятся на две части. Те, которые говорят, что мы сочувствуем Украине, с Украиной, но мы умные, мы не будем ввязываться в драку с Россией, в драку в смысле войну и так далее. И те, которые говорят, что они не будут ввязываться в войну с Россией, говорят глупости, потому что войну может начать исключительно Россия. Сейчас самое время показать, что это... В общем, ничего не меняется. То, что было, то и есть. Тогда поговорим о выборах, в которых так или иначе примет участие находящийся в тюрьме грузинской гражданин Украины. Нравится кому-то это или нет, но гражданин Украины Михаил Саакашвили. Факт. Да. И что с ним? Конечно, тема ушла на 5-й план, на 10-й. И как ты сегодня сказал, слово в начале, снова это подстава. Ты также говорил и Саакашвили, что его подставили, когда привезли в Грузию. Да? Теперь еще, может быть, что-то еще более ясно стало. Но вот эта тема выборов оппозиции и персонально Саакашвили, она большая. Вот расскажи мне подробно, как ты считаешь нужным. Смотри, что касается Саакашвили, тема спала, потому что, во-первых, спала активность политиков вокруг его имени, я имею в виду политиков зарубежных. А местные тоже заняты сейчас, в принципе, разборками и так далее. Он достаточно активен. Слава богу, его состояние улучшается. Оно далеко от идеального. Но оно потихоньку улучшается, и это очень важный момент, потому что, честно говоря, его состояние реально внушало опасения, серьезное. Теперь, что касается выборов. Что касается дальнейшего. На самом деле Саакашвили — это единственная фигура в Грузии, которую можно сопоставить с фигурой Иванишвили политически, по политическому весу. Больше таких фигур нет, к моему сожалению. Вот буквально сегодня выступила Саломе Зурабишвили, это президент Грузии, которая сказала, что давайте объединяемся, вместе, все вместе и так далее, идем против этой власти, она плохая и так далее. Но я сомневаюсь, что... хорошо, я не хочу сгладить или что-нибудь, но я, честно говоря, не вижу ресурсов особых у оппозиции для объединения. У нас оппозиция обнять и плакать сегодня. Есть перестановки, перетрубации. Весь этот год шла борьба внутри партии Михаила Саакашвили. При всем при этом, понимаешь, в чем дело? Самое интересное то, что ни у одного из политиков... Вот нацдвижение — это партия Саакашвили. Больше нет. Нет. В природе не существует. Те люди, которые голосуют, 99% голосуют за Саакашвили, а не за нацдвижение. Остальные партии, мелкие оппозиционные, они, это опять-таки партии персоналистского типа, 1-2 человек лидеров,
которые могут набрать... Вот почему они протестуют против того, чтобы был 5% барьер? С одной стороны, я понимаю, что вот демократия должно быть меньше барьер и так далее, но партия, которая не может набрать 5%, тоже вот так задумаешься, она должна быть в парламенте? Вот реально. Ну, в разных странах по-разному, знаешь, традиции. Не, в разных да. странах по-разному. Я просто к чему тебе говорю, что если вы хотите объединяться, объединяйтесь с движением, у которого точно будет 5% и намного больше. Но объединяйтесь уже на условиях движения. А если нет, мы не хотим движения, мы хотим третьей силы, но мы хотим, чтобы был снижен барьер, ребят, так не получается. Да, движение это Саакашвили. Вам не нравится Саакашвили, вы не хотите идти под его политическим флагом, но идите под своим, посмотрим, сколько вы возьмете. Они бы, смотри, вместе, если бы объединились, да, все, кто против, значит, этого мечты, они бы смогли составить конкуренцию реальную? Во-первых, все не смогут объединиться, они слишком разные. Ну, а если бы все бы объединились, конечно, смогли бы. Смотри, у нас на сегодняшний день где-то 19% это мечта, поддерживают. Так мало? 6%, да, 6-7% поддерживают движение. А все остальные, они говорят, чума на оба ваших дома. Подавляющее большинство говорит, чума на оба ваших дома. Мы вообще не хотим это не слышать, не видеть, не нюхать, ничего. Если 80% населения страны, это, кстати, в том числе и те, которые поддерживают какие-то партии, говорят, что ни одна партия не отражает их взглядов и не надеется на улучшение со стороны какой-либо из партий. В то же самое время интересный феномен. Около 50% считает, что страна вдруг движется в правильном направлении. Чисто формально Гарибашвили ушел, да? Он говорит, а какие ко мне претензии? Двузначный рост экономики есть? Есть. Мы стали кандидатами в Евросоюз? Стали. Войны нет? Нет. Ларри укрепился. А чего вы от меня еще хотите? Что должен делать премьер? И чисто формально все так. По факту издевательство. А у вас выборов, давай закончим уже тему выборов. Выборы в парламент, как я понимаю, правильно? И когда, Да. когда они пройдут? 26 октября. Это еще не сейчас. Но твои прогнозы какие-то есть уже, или это вообще все непонятно? Если бы выборы сегодня состоялись, уверенную победу одержала бы грузинская мечта. Причем без всяких фальсификаций. Вот так просто одержала. Почему? Потому что у нее есть организованная группа, которая за нее проголосует. Остальные партии, я не знаю, знаешь, в том анекдоте, мужик, ты охотник или... Вот они охотники или вот кто эти партии, Я тебе говорю, я уже лет 10 говорю нашим партиям. Друзья мои, для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать одну простую вещь. У вас есть, у всех у них есть эти 5% или там 3% или 2%, не знаю. Соберите своих сторонников, акцентируйте и приведите их на участки для голосования. Есть технологии, есть все, можно при минимальном вложении это все делать. Но давай честно скажем, у нас многие партии, у нас многие профессиональные политики. Они не собираются побеждать, они хотят быть в оппозиции и таким образом зарабатывать деньги. Они живут на этом. Вот у тебя есть профессия, да? Ты журналист, ты работаешь и зарабатываешь деньги. А он политик, он живет и таким образом зарабатывает деньги. Вот и все. И его цель, в общем-то, сохраниться как-то, попадет в парламент, ладно. Не попадет в парламент, 2%-то он наберет, будет в квалифицированное большинство. И государство ему будет давать деньги на его партию. Немного, но ему лично хватит. Ясно. Вот и все. Ясно. Но закроем эту тему, поговорим про регион. Просто Грузия, знаешь, так всегда, когда я с тобой разговариваю, всегда хочу начинать с Грузии, потому что мне хочется увидеть какой-то просвет. Нормально. Какой-то просвет, потому что мы за Грузию тоже переживаем. Вы нам одни из самых близких людей и народов. Грузины, их постоянно видно, они воюют, они гибнут, ваш грузинский легион. Мы их чуть не по именам многих знаем, и они очень честные люди, открытые, они дают интервью, они рассказывают. Короче, грузины тут в общем в очень большом почете. И, конечно, у таких людей не может быть хозяина.
Вот, как ты сказал, Не, закругляя а эту тему. хозяина не... Хозяин, кстати, вот ты знаешь, что самое интересное? Вот Бредзина, феномен Иванишвили, он в чем? Он не претендует на то, чтобы быть хозяином людей. Он не претендует на то, чтобы никакие репрессии, ничего. Он просто тихо делает свое дело, никого не раздражая. Смотри, что делал Миша. У Миши было очень много горячих сторонников и очень много горячих противников, которые его ненавидели. Он делал реформу, он делал движуху и так далее. Иванишвили заболотил все. Он никого не обижает, его никто не обижает. Как во внешней политике, так и во внутренней политике. То есть очень осторожненько, очень... И в итоге, да, нет людей, которые его любят, но нет людей, которые его ненавидят. Это значит, доверяем Брежневу, будем жить по-прежнему. Да. Да, вот примерно в такой этой самой, в такой парадигме он и действует. И это действует, то есть успокаивающе, убаюкивающе и так далее. Ладно, бог с Вот ними, это феномен. с выборами, да. И это, конечно, из этого болота политической системе придется выбираться, потому что, как бы, есть две крайности. Это ужас в Америке, когда общество расколото, когда кругом в жуть вообще, что творится, никогда в истории нет. И застой, который в грузинской политической системе и то, в общем, ненормально. Да. Айдар, самый прикол, знаешь в чем? Если ты посмотришь наше телевидение и будешь понимать грузинский, там, о чем они говорят, тебе покажется, что здесь хуже, чем в Америке. Они друг друга съедают, обвиняют, ругают и так далее. Это вот там, в парламенте. Дальше этих сцен ничего не выходит. Ну, я знаю, у нас тоже так было до Большой войны. Переругаются в студиях, а потом вместе виски хлещут, значит, в перерывах, там, в студиях, да, в этих гримерках. Это я много раз видел. Ну окей, давай про регион, давай Армения, Азербайджан. Я уже месяца два читаю новости, и что-то мои знакомые армяне, азербайджанцы что-то там постят, я что-то вижу по поводу вот этого мирного договора, который должен, или это теперь уже там пакт о ненападении. Я не люблю это слово после Молотова-Риббентропа, вот этот договор о ненападении. Это всегда какая-то лажа, потому что если ты не хочешь нападать, ты не нападаешь. Достаточно мирного договора. Если ты хочешь напасть, то есть договор о ненападении — это какая-то провокация нападения, то есть, да, такая словесная уже. Но бог с ним, это вам виднее там в регионе Армении, Азербайджану. Что происходит с этим? Будет на этом конфликте поставлен крест на какое-то долгое время? Не будет. Ну, не будет, понимаешь, в чем дело? Не будет вот почему. На самом-то деле есть... Начну с хороших новостей. А хорошие новости вот какие. Значит, смотри. На земле, по идее, армянам и азербайджанцам делить нечего. Ну, Ну, слава, за исключением слава богу, там хоть так, знаешь, такого не было. километр сколько, да. туда, километр сюда и так далее, но на земле армянам и азербайджанцам делить нечего. То есть на земле повода для войны нет. Хотя и та, и другая сторона говорит о том, что ай-яй-яй, ну это все. А дальше по мирному договору, по демаркации границ и так далее работает эта комиссия по демаркации границы. Работает. Они встречаются 6 раз уже, встретились, и 7-й раз встретятся, будут разговаривать, переговоры. Извини, насколько правда. Значит, переговоры будут идти, они будут вот так вот. Но на самом деле ни Баку, ни Ереван не хотят заключать мирного соглашения до одного очень важного момента. Вообще-то вот мне буквально сегодня говорил с Арменом Аванесяном, это хороший очень армянский политолог, интересный. Он назвал второй, но я думаю, что второй не столь принципиальный. А вот первый момент, самый важный, это какой выйдет Россия из войны с Украиной. Вот как, в каком состоянии она выйдет. Я всегда привожу такой пример. Медведя просто обдерут, и он убежит, или медведю оторвут лапу, и он истечет кровью. Это разные вещи. Это разные вещи, потому что это зависит от тех ресурсов, хотя некоторые говорят, на нас у них ресурсов всегда хватит. Неправда, не хватит. Может не хватить, еще как может не хватить. Какие процессы будут в России. И поэтому и в Баку, и в Ереване, несмотря на всю публичную политику и так далее, и тому подобное, застыли и ждут сейчас вот этого момента. Ждут момента, чем это все закончится. А этого можно ждать очень долго. Поэтому затягивают. Дальше идет противоречие. Например, в Баку говорят, ребят,
Мы готовы с вами заключить мирный договор. Но давайте заключим мирный договор без посредников. Вот так, 1 на 1. В Армении говорят, не, нам нужны гаранты. Без гарантов мы не собираемся заключить. Дальше в Баку говорят, ребят, давайте заключим мирный договор, но уберите со своей конституции. Прямо там прописаны территориальные претензии на Азербайджан. То есть там написано, что Карабах является частью Армении. Уберите это с конституции. Там еще подзаконные акты и так далее. Армяне говорят, не, мы сейчас убрать не можем, хотя уже идут разговоры о конституции. Мы сейчас убрать не можем, давайте на это не обращать внимания, а потом уже уберем. Азербайджанцы говорят, так, ребята, вот смотрите, вот в мире существует практика, когда две части одной страны разделены, можно проезжать. Ну, например, соглашение ЕС, Литва, Россия. Через Литву в Калининград. Проезд там, можно опломбировать вагоны, там, чтобы не выходили люди. Раньше кто-то не опломбировали. Можно было, говорят, выйти в Вильнюсе. Еще что-то, еще что-то. То есть мы хотим, чтобы такой режим, 42 километра, мы хотим, чтобы такой режим между Нахичеванью и Азербайджаном. И основной частью Азербайджана. Потому что там за полчаса проезжает, а если будет так, то 2,5 часа будет стоять поезд, а потом только проедет. Армяне говорят, нет, это наша суверенная территория, мы... Значит, азербайджанцы говорят, нам все равно, кто будет ее контролировать. Вот этот 42 километра. Армяне говорят, мы хотим. На что азербайджанцы говорят, ребят, ну как же, вы хотите, тогда давайте замените войска ФСБ России на свои войска. Мне сегодня, которые охраняют границу Армении, мне сегодня сказали, что ситуация куда хуже. То есть войска ФСБ России, скорее всего, встанут на границу Армении и Азербайджана. То есть фактически единственная граница, которую охраняют армянские пограничники, будет грузинская. Угу. Армяно-грузинская. Больше... Дальше, скажи, а как такое может быть? Антироссийский вроде как уже премьер-министр Пашинян, антироссийские настроения, проигранная война там, и так далее. А теперь ФСБ у нас контролирует целую границу, большую часть границы целой страны независимой. Это что такое вообще? Так они всегда контролированы. Из Звартноца аэропорт, когда ты прилетаешь в Ереван в аэропорт Звартноц, тебя там встречает российский пограничник. Ну, понимаешь, поэтому, когда меня приглашают кто-то, меня знакомый приглашал в Ереван, я говорю, спасибо. Как-то вот, ну, не хочется мне туда ехать. Да. Не, ну, я не думаю, что там опасно. Но... А почему? А что, они не могут вызвать патруль, посадить в бобик, отвезти на базу и самолетом военным отправить или вертолетом? В чем проблема-то? Не, ну, так не думаю. Я в розыске международном, Гел, но ты меня извини. Ну, тогда, знаешь, рисковать не будем. Тогда, да. Прилетаем в Тбилиси. Ой, да, честно говоря, тоже страшно, вот если честно. Нет, страшно, но, по крайней мере, здесь точно в бобик не посадят и никуда не отвезут. Но в Тбилиси могут, другая неприятность, в Тбилиси могут не пустить. Украинского гражданина могут не пустить, даже если он не Саакашвили? Они могут, они кого угодно, они селективно сейчас вообще, они кого угодно не пускают. Ну, вообще-то украинского не так сильно, а вот российских граждан кошмарят по полной, которые из оппозиции. Причем у них какая-то своя схема, ты знаешь. У них абсолютно своя схема, то есть может очень рьяный оппозиционер проехать, а какой-то этот самый почему-то не проехать. Почему, зачем? Там очень многое зависит от политической ситуации, еще от чего-то, еще от чего. В общем, короче. Ну, вообще, может, кому-то нужен скандал на границе, а когда-то не нужен скандал на границе. Я не знаю их логику, я им не заглядываю. Но возвращаясь к Армении. Понимаешь, в чем дело? Вот до тех пор, пока не будет ясно, что будет с Россией, они не дернутся. Да, это будут разговоры, это будет это. Кстати, тот же Запад, те же французы, те же американцы, они готовы оказывать помощь. Но вот у меня вопрос, они готовы разместить базу в Армении? Да нет, конечно, пока там Россия никто не будет. Нет, если не будет России, это второй вопрос, другая ситуация. Сейчас, конечно, нет. Но нет. А как не будет России, если нет мирного договора с Азербайджаном? То есть, ты понимаешь, это все взаимосвязано и так далее. Поэтому я думаю, что эти ребята, вот эти два кейса, они будут, ну, по крайней мере, пока
они будут заморожены, но это все будет ИБД такое мощное, имитация бурной деятельности. Ясно. Да, ну печально, конечно. Но давай про русских, раз Нет, вспомнил. Да, извини. объективно так, никуда не денешься. Плохо быть объективным человеком, это всегда как-то грустновато. Хочется быть каким-то там, знаешь, типа вот 2-3 недели, 2-3 тыжня и... Не, я тебе, Да. хочешь скажу хорошую новость? Давай. Но ты ее и сам знаешь. Россия обязательно проиграет в этой войне, ее не будет нигде, ее вообще не будет. Вот тебе хорошая Вот новость. за эту фразу тебе твои вот эти подопечные, про которые ты сказал, хорошие русские, которые там вот у вас пачками, гроздями висят на винограднике, вот, они тебя сразу вынесут выговор с занесением в личное дело. Как это не будет России? Будет прекрасная Россия будущего. Мое личное дело как-то не у них, во-первых, это раз. А во-вторых, ну какими пачками, какими гроздями? Больше половины уехала и продолжает уезжать. Рядами и колоннами. Ты понимаешь, в чем дело? Я думаю, что у них вообще было какое-то превратное впечатление о Грузии. Что это вот такая вот, типа, ну, та же Россия, да и это... Нет, на самом деле больше половины уехала. Главная причина того, что они уезжают, это экономическая причина. Ну, то есть, они своим приездом сделали так, что здесь все очень дорого. Ну, правда дорого, реально, объективно, для нас, для всех дорого. Ну, они в чужой стране и не могут зарабатывать столько денег, сколько... Потом, ну, не очень дружественный, мягко говоря, климат. Поэтому, ну, в общем, люди уезжают. Ну, это хорошо Часть или, уезжает, хорошо или пытается плохо? попасть в Европу, часть пытается попасть в Европу, но подавляющее большинство возвращается в Россию. А для кого это хорошо или плохо? Для вас? Нам, честно говоря, до лампочки. Ну, наверное, хорошо. А мы знали, что они уедут. Заранее это все знали. Я, в принципе, же это говорил. Помнишь? Ну, смотри, то есть это была такая имитация бурной иммиграции, то есть они поехали, смотрят, тут как бы медом не намазано. Нет, но это была не имитация, они правда думали, что здесь лучше. Оказалось хуже. Хуже, чем в Рейхе? Ты что ты говоришь, Гела? Море, солнце, горы, вино, Гела Васадзе. Ты что, смеешься? Слушай, ну опять-таки, Гела Васадзе сыт не будешь. Все дорого. Ну и так далее, ты понимаешь. А там, ну, размышления из цикла, знаешь, такого, ну там у меня хотя бы квартира есть. Так что нет, ну люди... И еще один момент, знаешь, это очень такой момент. Смотри. Момент следующий. Если они уезжают, скажем так, потому что по экономическим причинам, значит, они не чувствуют опасности там. Значит, там войны не чувствуют. Вот что плохо. Вот да. Я часто слышу, что в России не чувствуют войны. Да, это вот правильно. Это самый да, особенно в Москве. Но смотри, я думаю, что как и все... Ну, в основном-то из Москвы было, из Москвы, понятно. из Питера. Просто их органы чувств их обманывают, потому что задницей думать сложно. И вот сейчас будут эти так называемые выборы Путина, и потом он им расскажет, что и к чему, и где. Вот. Кстати, очень многие на низком старте, что типа того, посмотрим, что будет после выборов, и потом уедем. То есть и рыбку съесть, и в Грузию уехать, да, прекрасно, конечно. Молодцы, да. А что там они... Вот примерно вот так. Есть ли у вас проукраинские демонстрации, как в Литве, там что-то такое регулярное, там хорошее такое? Ну, регулярного нет, но периодически по поводу там различные политические силы, активисты, даже демонстрации, перформансы всякие, ну и так далее. Активити, то, что называется. Активность есть, да. Это сложно назвать демонстрацией, там больше такие перформансы, активности, там что-то раздают, о чем-то говорят, кому-то
где-то собираются, значит, освещают и так далее. Нет, это вся активность есть. То есть движуха, что называется, есть. А как Украине помогают простые граждане Грузии? Как это принято у вас? Ну, простые граждане Грузии, как и везде в других местах, донатят. А на что собирают? У вас не боятся собирать на оружие, например, Украине? Или как-то вуалируется это все? Не, ну на оружие, наверное, в принципе, там, я, честно говоря, думаю, что там немножко по-другому. Там же есть эти самые, как его зовут, есть счета, которые не здесь, не в Грузии. Угу. А там написано на оружие, не на оружие. Ясно. Смотри, я знаю, что ты тоже интересуешься этим регионом и вообще вот этим конфликтом ближневосточным. И мы об этом с тобой говорим каждую программу. Вот сейчас, мне кажется, какой-то, ну не то что пиковый момент, но какой-то момент не истины. Нет, там этого никогда, это долго не закончится. Но просто сейчас американские выборы, да, там и тоже из-за этого скандалы всякие. Значит, Байден пытается как-то уговорить Израиль, что типа давайте на паузу, не мешайте мне жить и работать и так далее. Значит, Израиль говорит, нет, мы хотим довести дело до конца, потому что если сейчас мы не... Это будет новый, опять 25-й раз будет опять Хамас готовиться и так далее, и так далее. То есть все это, и это как, все это шестеренки вращаются, и люди там гибнут, да, и какие-то происходят изменения, там какой-то процент тоннелей там зачистили, затопили, не знаю. Но конца этому пока, по крайней мере, не видно. Как это русские используют? Как это использует Иран? Тоже, кстати говоря, сосед фактически Грузии, Азербайджана там, и Армении. Так? Вот, Азербайджан и Армения, Грузия через. ну, через них, Там, да, но там не важно. больше повезло. Все это близко, но страна злая, страна большая, страна с амбициями и страна со сбитой кукушкой вот, на теме исламизма вот этого чокнутого шиитского там, да и вообще как бы, ну... Они просто империалисты, экспансионисты, неважно под каким знаменем они идут. У Путина вообще никакого знамени нет, он кричит русский мир, русский мир. И что? Это не важно, не важно, каким образом, под каким знаменем осуществляет экспансию. Они осуществляют экспансию. Что касается Ближнего Востока, ну мы уже с тобой говорили, что ситуация весьма трагичная. Действительно, очень жаль людей. Очень жаль людей, которые попали под замес вот на этом маленьком участке земли. Прекрасно понимаю положение Израиля. Прекрасно понимаю, что у них там происходит. Вот со Штатами сложнее. Смотри, если мы берем трамповцев и республиканцев, которые, в общем-то, находятся под влиянием Трампа, потому что большинство избирателей все-таки за Трампа, иначе бы не было бы такого лидерства Трампа в этих самых праймерис. Что мы видим? Мы видим, что республиканцы решили просто испортить жизнь Байдену. Чтобы показать, вот смотрите, вот байденовская администрация пришла и сплошные провалы. Провал Афганистана, провал Украины, провал Тайваня, провал там, Израиля, ну и так далее и тому подобное. В то же самое время они хотят следующее. Ребята, ужесточите иммиграционное законодательство. И тогда мы готовы проголосовать за ваш законопроект. Администрация Байдена, в принципе, может она ужесточить иммиграционное законодательство и построить стену? Не может. 10 миллионов мигрантов уже пришло. Это их электоральная база демократов. Но могла бы администрация Байдена разделить эти кейсы? Ну, давайте за помощь Украине проголосуем отдельно, за помощь Израилю отдельно, а за мигрантов отдельно. Могла бы. Этого не делает. Потому что если она разделит, она разочарует этим своих избирателей. Но подожди, но может быть еще из-за того, что Байден не уверен, что они вообще проголосуют за Украину, эти республиканцы, понимаешь, учитывая Неправда, Трампа. они говорят, что мы готовы проголосовать за Украину. Они же откровенно говорят, Конгресс говорит, мы готовы проголосовать за Украину, разделите кейсы. То есть понимаешь, в чем дело? Каждый из них на самом деле свою игру ведет и, в общем-то, и знаешь, тут ведь не осудишь. Тут ведь не осудишь, потому что, ну, понятно, что цель политиков победить на выборах, а потом уже они обо всем другом думают.
Ну вот так. И мы это знаем. Ну, просто, знаешь, на американских политиков лежит немножко другой уровень ответственности, вообще говоря, да? И они могли бы заниматься... То есть они странным образом увязывают внутренние дела с внешними. Я тут обвиняю, в общем-то, всех, да? Вообще сама идея объединять внутренние дела с внешними, это дай мне там... если теща меня не накормит борщем, да, то я там не поеду в командировку, там, или что, я не знаю, что тараканов принесу ей, понимаешь? Жене там тараканов в постель положу. Ну, понимаешь, ну, идиотизм просто. Выглядит как идиотизм, но... Нет, но Да. ну давай так, я вот в последнее время только и делаю, что ищу мотивацию у политиков. Ты что, этот Ну, патологоанатом? ты знаешь, я думал, что я патологоанатом, но я сейчас понял, что я их теолог. Я их Вот, изучаю вот, как да. рыбок. Смотри, для того, чтобы выиграть на выборах, политик пойдет на все. Они идут на все. Они идут на все, потому что им кажется, ведь для Байдена того же и так хорошо, и сяк хорошо. И для Трампа и так хорошо, и сяк хорошо. Смотри, допустим, не утверждают, допустим, эту помощь Украине и все остальное. Байден выходит, говорит, это моя заслуга. Это мы сделали. Трамп выходит и говорит, я все-таки добился, чтобы разделили. И это моя заслуга. Допустим, не утверждает, Трамп говорит, вы видите, что они творят? Они вообще, им все равно, лишь бы своих мигрантов протащить. А Байден говорит, вы видите, они из-за них страдает Украина, Израиль и так далее. И это все идет на фоне вот этих дебатов, на фоне вот этой грызни. Но Мы проблема же с только тобой одна. взрослые люди. Все было бы выглядело именно так, как ты говоришь, если бы Трамп или его люди сказали бы хоть одно слово в поддержку Украины, хоть одно слово, хоть одно слово. Они и Такер Карлсон, извините, смог, ну, Нет, короче, да. Такер Карсон конченый мудак. Нет, так он конченый мудак, это, извини меня, кандидат в вице-президента США. Ну, я сомневаюсь, что он будет А я вице-президентом США вполне больше допускаю, всего. американцы допускают вполне такое, потому что он говорит одно и то Нет, же, что и Трамп. Трамп восхищается диктаторами, Путиным, Си, даже этим маленьким засранцем корейским восхищается. То есть, пончиком. ну, Ну, Трамп восхищается ими, восхищается, но пообещал на 60% сократить торговлю с Китаем. я не верю ни одному его слову, потому что он обещал, например, нейтрализовать Северную Корею, когда поехал и даже наступил на землю Красной вот этой Кореи, да, переступил через черту и обнимался с этим товарищем. В итоге этот товарищ не только не свернул свою ядерную программу, что обещал Трамп прямым текстом, да, а продолжая помогает Путину больше всех. Ну, через китайцы, понятно, там рулят, да, но как бы ничего не вышло у товарища-то, не получилось за Тут все сутки. дело, я тебе больше скажу. Что касается Трампа, я тебе больше скажу. Когда была 44-дневная война, Трамп сказал, ну, ребята, ничего страшного, пускай ко мне придет министр иностранных дел Азербайджана и Армении, мы быстро заключим сделку. Потом вышел к журналистам и сказал, мы заключили сделку. В итоге, конечно, ничего они не заключили. То есть Трамп, он и бизнесмен, и актер в одном лице. Но вот время таких политиков пришло у нас, к сожалению. Победит ли Трамп на выборах? Честно говоря, сомневаюсь. А почему? Можно, ты следишь внимательно, и ты следишь со стороны. Я вот так внимательно не сижу. У меня, честно говоря, ну, я стараюсь спокойно быть, но меня переполняют эмоции, когда я живу в стране, где каждый день гибнут люди, а эти сволочи, типа Илона Маска, там, этого Такера, этого, Трампа, либо молчат про Украину, либо шантажируют Украиной, либо вот делают на ней политический свой капитал, либо я спокойно это не могу в целом воспринимать, мне это противно. Так вот, Ну. во-первых, почему я думаю, что Такер Карлсон не будет кандидатом в вице-президента Да, США? начнем с мышей. Потому что он слишком плохо относится к Украине. А большинство американских избирателей хорошо относятся к Украине. И Трамп не возьмет себе вице-президента, который у него отнимет голоса. Трамп возьмет себе вице-президентом того, кто, значит, соответственно, ему прибавит голосов.
Ну, Так всегда логика было. такая И так всегда была такая логика, да. да, и я думаю, что он может взять того же, я не удивлюсь, если он возьмет того же Десантиса. По Мгм. крайней мере, Десантис, он сейчас начал резко говорить в пользу за Трампа и так далее и тому подобное. А теперь, что касается, почему Трамп не победит, ну, я в это... Ты понимаешь, в чем дело? На самом деле, я тебе скажу честно, я не допускаю того, что если Трамп вдруг победит, может быть даже лучше. Потому что Путин его быстро доведет, и он увеличит в 5 раз помощь Украине, будет не такой осторожный, как демократы и так далее. Ну, не Вопрос в том, знаю, что он Гела, но предыдущий опыт показывал, что при виде Путина Трамп превращается в трясущийся холодец, он склоняется к нему. один раз Да, это было один да. раз. Но что произошло после этого? После этого они так долбанули по Сирии. То есть вот этот трясущийся холодец очень дорого обошелся Путину. Это были удары в Сирии по русским, по всем фронтам. Причем серьезные, реальные удары. Они там сожгли, и вагнеровцы сожгли, и там агавками пулялись и так далее. Факт. Но вот, Вопрос в другом. да. Вопрос в том, что можем ли мы так... Вот если вы мне бы сказали бы, вот Рассчитывать на это, хочешь, да. Мгм. можем ли мы так рисковать? Я думаю, что нет. А вдруг ошибаемся в расчетах и будет все наоборот. Поэтому, ну, конечно же, Байден тоже далеко не ангел, но лучше уж. Но опять-таки, к сожалению, это не нам с тобой решать. Это точно, да. А теперь спрошу у тебя твое мнение о том, что происходит в Украине. Не потому, что там что ты вмешивался во внутренние дела. Я вот этого всего не люблю, когда и говорят, так тоже не люблю. Просто я знаю, что человек очень проукраинский, во-первых, и всегда был, и никогда не был другим. В отличие от некоторых наших украинских обозревателей, политологов, которые успевают на всех ножках стульях сидеть верхом, вот, не побоюсь этого слова, вот, и перескакивают только с одного на другое. Я знаю, что ты проукраинский, и что ты видишь, это извне. Я вижу, я сам себе уже тоже не очень доверяю, потому что у меня сбит немножко окуляр, потому что, ну, во-первых, я все время очки теряю свои, не привык их носить до сих пор. Во-вторых, я не могу это оценивать изнутри так более хладнокровно. Ты все-таки аналитик политический, ты понимаешь, ты говоришь, что ты уверен, Украина победит, ты уверен там в В этом этом, в чем. абсолютно. Вот давай прям по порядку со слов, почему Украина победит, хотя помощи от Америки нет, Европа не тянет, Путин получает безграничную помощь Кореи Северной, и за ее спиной стоит Китай, министр обороны которого сказал, что мы будем с тобой до конца, Шойгу передайте фюреру, там, что мы будем с вами до конца. Где гарантии победы Украины в этом контексте, да, и где ты их видишь? И о том, что происходит у нас внутри тоже, и в Европе вокруг нас. Вот это последний блок нашей программы, это примерно 10 минут, но я хочу, чтобы они были насыщенные. Ну, во-первых, начнем с того, что победа Украины просто исторически обусловлена. Это исторически обусловлено. И империя разрушится в любом случае. После того, как после 24 февраля Путин запустил процесс последнего этапа разрушения империи. Первые два были в 17 и 91 году. Это последний этап разрушения империи. Другое дело, вопрос когда и вопрос какой ценой. Это принципиально важный вопрос, потому что мы живем здесь и сейчас. Во-вторых, я не проукраинский, я украинский. Разные вещи. Да, извини, вот я обозвался, ну, блин, прости меня. Значит, и в силу этого, конечно же, я переживаю и пропускаю это все через себя. Но, в отличие, так как я не живу в Украине, внутри, я далек от тех политических дрязг, которые есть внутри Украины. Это и хорошо, и плохо, потому что большое, может быть, и видится на расстоянии, зато деталей не видно. Я хочу сказать только одну вещь. Начнем с того, что президентом Украины на сегодняшний день является Владимир Зеленский. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то, но вот он есть. Да, и он президент Украины. И он несет ответственность не только перед народом, там, он несет ответственность перед историей. Конечно же, я могу много рассуждать у себя на кухне и внутри, что такое хорошо, что такое плохо и как. Но вот у меня буквально сегодня был эфир, беседа с Юрием Федоровым.
замечательный, замечательный Юрий Федоров, и я у него спросил такую вещь: Юрий, а вот не кажется ли вам, что война же поделилась на несколько этапов? Вот первый этап, когда напала Русня, это был этап такого креатива, такого драйва, такого включения всех и вся. И, в общем-то, это был этап очень творческий. Второй этап, это он наступил после Харьковского наступления и освобождения Херсона. И я думаю, я никого не обвиняю, может, это просто объективно так получилось. Государство решило, что это они победили. Власти решили, что это они победили. И поэтому, вот если первый этап был этапом действительно свободного творчества масс, вот это казацкая демократия, вот казацкая вот эта воля, которая, вот цыгане, утаскивающие танки. Символом, кстати, для меня был этот Ким с его выступлениями постоянными. Губернатор Николаевской области, помнишь, да? Ну, я знаю, я его лично не знаю, но знаю, да. А почему Ким, а не Зеленский, например? А я тебе скажу, потому что вот он обращался постоянно к людям. Причем обращался не к людям мира, он обращался к тем людям, которые рядом с ним. Но я помню хорошо, когда появились на окраинах Николаева, Русня, когда появилась, так, что-то позвонили, говорит, Русня на окраинах, выходите, мужики, давайте им наваляем. Понимаешь, в чем дело? Вот они, действительно был драйв, действительно было что-то. А потом, видимо, было принято решение следующее. Значит так, вот у нас есть армия, сейчас нам дадут много-много-много оружия американцы, и мы русских просто катком пройдем, и казалось, что не дает много-много-много оружия. И тут вот этот разрыв был, и, в общем-то, опять-таки, не мне судить, но у меня такое впечатление, не то, что воевать в плане военных действий, действовать стали по-советски, уж очень по-советски. И вот сейчас вот я думаю, что вот нужно было пройти через вот этот кризис, а ведь в принципе это кризис идентификации. Я еще раз говорю, я сейчас не касаюсь, ни в коем случае, я сейчас не касаюсь военных аспектов, как нужно было правильно делать, как нужно было проходить линию Суровикина. Я не знаю, я не военный эксперт. Но я знаю одно, я видел советскость подходов и во внешней политике, и в политике вообще, политика вообще во время войны есть война. И я понимаю, что советскость подходов надо менять. А со стороны кого надо менять? И прежде всего со стороны власти. И первый, кто несет за это ответственность, это Владимир Зеленский. А потом уже со стороны всех остальных, вплоть до меня, который не живет в Украине и не является гражданином Украины. Но который тоже должен придумывать что-нибудь такое, что могло бы навредить врагу. Цікаво, но интересно, я вообще следующий эфир буду с тобой по-украински вести. Хватит расхолаживаться, украинский будешь по-украински. Добре, так. Хорошо. Про Европу. Про Европу в контексте помощи Украине. Потянет Европа? Они и сами все невооруженные. Читаю новости. Британская армия не способна к долгой войне. Немецкая армия вообще там они ищут там где-то по федеральным землям эту армию, да? Ну, поляки вроде более стали, да? Но опять, сейчас-то не в этом дело, а в том, что нужно оружие больше. И поток оружия снизился. У наших очень не хватает снарядов. Из-за этого русские скребутся по всей линии фронта и отгрызают себе участки там. Все это большой кровью дается. Вытянет Европу, особенно если вот в США вообще не брать во внимание сейчас. Айдар, это хорошо или плохо, что они не готовы к войне? Очень плохо. А я думаю, что это хорошо. А знаешь почему? Мотивирует, конечно. Потому что если бы они были бы готовы к войне, они могли бы сказать, ну что там случится с Украиной, ладно, мы-то готовы к войне, мы вот здесь вот их и остановим. А так как они не готовы к войне, они должны будут вывернуться через, неважно через что, в общем, вывернуться
и сделать все, чтобы Украина победила. А ты говоришь, хватит, не хватит. А хватит для чего? Хотя бы для паритета, Хватит. потому что я вот с военными разговариваю, хотя бы для паритета, и уж даже без всего большего, для того, чтобы хотя бы паритет был, и можно было удерживать позиции свои сейчас, в этих условиях, когда поток помощи с Америки остановлен. Это же серьезно все. Я думаю, что должно хватить по-любому. И опять-таки, заметь, что год назад, ну, может, там, год с лишним, чуть меньше года назад, мы же с тобой не разговаривали на эту тему. То есть вот я как раз таки про это и говорил, что не было повода, то есть не было повода для творчества. А тут голь на выдумке хитра, конечно. Но именно так и рождаются новые формы сопротивления, войны и так далее. Поэтому все будет Україна, все буде добре. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про ті більш ніж 300 мільярдів доларів заморожених активів, державних активів Російського Рейху, які все ніяк не можуть розблокувати? Там щось з відсотками, там кажуть, там з них можна там прибуток брати. Просто розблокуйте, віддайте Україні, вона купить собі те, що потрібно. Залужний рахував 300-400 мільярдів вистачить, щоб звільнити нашу територію. Дайте нам дихати, дайте нам воювати, якщо ви самі не можете, і самим вам там шкода ваших грошей, тощо. Буде це зроблено? І якщо так, то коли? От твої відчуття просто. Ой, давай по-другому поставим вопрос. Як А скажете. почему это до сих пор не сделано? Ну, слушне запитання. Так. Так вот, я думаю, что это проще всего и справедливее всего, и правильнее всего сделать именно так, о чем ты сказал. Ну. Потому что почему тот же американский налогоплательщик или немецкий налогоплательщик должен платить? Пускай он заплатит за свою безопасность, но это будет дополнительно. А эти-то деньги принадлежат точно Нехай Украине. росіяни платять. Блін, третій рік війни скоро. Вони не платять за власний рашизм, ну, за окупацію. В том-то и все дело. Поэтому первое, что нужно сделать, это вот это. А почему не сделано? Да потому что если это сделать, тогда Украина уже сама будет решать, что покупать, где покупать, хорошо это будет или плохо. Это второй момент, насколько эффективно, но так или иначе сама решать и сама делать. А этого они не могут допустить. Я тебе больше скажу. Россию можно сегодня, при наличии политической воли у США, Россию можно сегодня, ну, я не знаю, полгода там или несколько Абсолютно месяцев. погоджуюсь. Просто підіймаєш авіацію НАТО і просто виганяєш їх з України фізично, і все. И это тоже вариант. А есть третий вариант. Просто-напросто предупредить Китай, и предупредить две страны, Китай и Индию. Вот ты понимаешь, в чем дело? Сколько бы ни говорили про Турцию, или, прости меня, Господи, Грузию, там, Армению, там еще кого-то. Надо отключить две страны всего. И все закончится. Китай и Индию. Если Китай и Индия перестанут покупать только их нефть, ну и газ тоже. Все, Россия закончится. Они не смогут воевать. И никакие пончики, никакие Китай, никто им не поможет. Почему им помогают? Потому что у них есть деньги. Почему они могут собрать людей? Потому что у них есть деньги. Конечно, это война денег. Оставьте Россию без денег. Вот нужно сделать две вещи. Забрать те деньги, которые есть, и передать Украине. И сделать так, чтобы Китай и Индии было невыгодно покупать российский нефть и газ. Все. Ты знаешь, И война закончится через несколько месяцев. А если отнять деньги, все будут видеть, в том числе Индия и Китай, что нет ничего вечного на этой земле, в том числе ваши долларовые состояния и так далее, и так далее. Что если вы преступник, Правильно. то вы останетесь без всего, без штанов. Гела, дякую тобі. Просто вже добігає кінця наша програма. Ось це головне, напевно, що ти сказав. Ну, крім того, що добре, що Європа не готова до війни, і це логіка абсолютно чітка. Так, вони залякані. І вони діятимуть через це, в першу чергу. І друга логіка, що треба дати зрозуміти, що Росія – це лузер, а не лідер там світу, який ненавидить Америку, там, наприклад. Ну, і
так далі. Дякую, Гело. З нами був Гело Васадзе і глядачі телеканалу АТR, яким я дуже вдячний за підтримку, за увагу. Дивіться АТR далі.